телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре понедельник, 31 октября. В Чувашии намерены разработать маршруты сельского и агротуризма. Об этом сообщают в региональном Минсельхозе. В профильном ведомстве намерены сформировать туристические маршруты так, чтобы путь по историческим и культурным местам региона переплетался с полями агрофирм и фермерскими угодьями. До конца недели муниципалитеты должны сформировать список объектов, которые будут включены в последующие турмаршруты. Помочь местным властям в этом вопросе могут и жители. Предложить свои варианты можно на порталах Госуслуги и Народный контроль. В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечали тренеры. Те, кто открывает для людей увлекательный мир спорта и поддерживают их на пути к победам. Один из таких наставников – Евгений Трофимов, тренер по самбо в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва номер 10, мастер спорта России. Евгений Трофимов наставляет юных спортсменов уже 13 лет. Среди его воспитанников – победители и призеры первенства ПФО, а также региональных и всероссийских соревнований. Но победа ребят, уверяет тренер, для него не главная. Главная цель для меня – воспитывать в детях дисциплину, чтобы они уважали старших, взрослых, старались также хорошо учиться и быть по жизни лидерами. И еще немного о спорте. Чувашия заняла 14 место во всероссийском рейтинге по внедрению комплекса ГТО, поднявшись на 2 позиции по сравнению с прошлым исследованием. Сейчас в республике работают 26 муниципальных центров и 20 площадок тестирования ГТО. В следующем году власти планируют обустроить еще 3 уличных спортобъекта в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Цивильском районах. В России продолжается международный конкурс видеороликов «Музей о Победе». В нем приняли участие уже более 120 музеев из нашей страны, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Молдовы. Побороться за победу решила и 92-летняя жительница Чебоксар Миранда Кольцова, которая при Чебоксарском кооперативном институте открыла свой музей под названием «Мы гордимся нашей победой». Музей – это история, память нашей страны. Мы должны помнить и гордиться нашей победой. В видеоролике Миранда Кольцова провела настоящую экскурсию по музею, показала главные экспонаты, рассказала про ключевые сражения в годы Великой Отечественной, прочитала сохранившееся письмо солдата с фронта. Сегодня завершится онлайн-голосование за лучший видеоролик. Победители станут известны уже в этот четверг. Торжественную церемонию награждения планируется провести в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума. Наш совместный проект с Чебоксарским пунктом передержки для собак «Право на жизнь» продолжается. Сегодня мы вас познакомим с подопечной приюта – Снежинкой. Это белоснежное создание в пункт передержки попало еще щенком. Оттого у волонтеров особенно болит за собаку сердце. Изначально Снежинка людей сторонилась, не шла на контакт. Волонтеры приюта взялись за ее социализацию. Результаты есть, но занятия по-прежнему нужны. Снежинка прошла все медицинские процедуры – вакцинацию и стерилизацию. Она небольших размеров, оттого вполне может ужиться в квартире. Приходите знакомиться со Снежинкой. Адрес приюта – проспект Тракторостроителей, 108Г. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного понедельника. Оставайтесь на телеканале «Россия».